За круглым столом участники встречи обсудили аспекты подготовки ингушской молодежи для работы в федеральных министерствах и ведомствах, положительные и отрицательные стороны современного обучения в школах и вузах, а также вопросы религии и истории. Глава Ингушетии подчеркнул, что слухи, которые ходят среди молодежи о том, что в республике, чтобы устроиться на работу, необходимо дать взятку, нигде не подтверждены. Никаких фактов по этому поводу выявлено не было. Назови мне хоть одну фамилию, просто одну фамилию. Вот я сюда, прямо сейчас, я тебе даю слово даже совершенно того, что у тебя нет даже элементарного понимания своих обязанностей вообще по профилю образования. К чему учился, я не знаю, комиссия не закладывает. Назови мне, кто тебе сказал взять взятку. А только молодежь молодая, 80% это просто наглая ложь, вранье, выботыш. Вот постоянно над этим слухи, сплетни, выботыш. Юнусбек Евкуров отметил, что успехов можно добиться только в том случае, если приложить к этому усилия. Необходимо работать на несколько часов больше, чтобы получить желаемый результат. Но если нужна будет помощь, ребята всегда могут обратиться лично к нему, подчеркнул глава региона. Вы должны научиться в первую очередь тому, что вы сами себя сделали. Да, понятно, кто-то по просьбе родителей, кто-то еще по-другому. Но вы работаете сегодня сами. Я так понимаю, что утром, вечером, в обед там ваши родители не приходят к вам, не помогают там документы подписывать. Вы же сами это все делаете. Вы решения принимаете, где согласовываете. Если ты хочешь в жизни чего-то добиться, работай всегда на час, на 2 часа больше, чем тебе положено. Поверь мне, ты всегда будешь на каком-то направлении. По крайней мере, десятки. Кроме того, на встрече было предложено создать группу в социальных сетях, в рамках которой представители ингушской общины, работающие в различных министерствах и ведомствах, могли бы обмениваться советами, опытом и контактами для поддержки ингушской молодежи. Если любой из вас на регулярной основе по вашему направлению подскажете нам, где мы упускаем, где мы должны подтянуться, что мы можем сделать, между нами получится регулярный контакт. В завершении встречи Юнусбек Евкуров отметил необходимость создания картотеки работников федеральных министерств и ведомств для формирования кадрового резерва. Светлана Томова, Новости 24.